Новый год. Сколько в этих словах сказочной атмосферы и трепета. В воспоминаниях каждого человека, может быть в большей степени, может в меньшей, но закрадывается что-то нежное и сакральное в ночи, когда один год сменяется другим. Безусловно, мы всегда смотрим на наступающий год с надеждами, с большой долей оптимизма. В уже устоявшиеся атрибуты входит обязательное оформление праздничного стола. И нынче практически каждая семья не обходится без корзины с мандаринами и салата оливье. А заложенные традицией Петром I еще в 1699 году встречать грядущий год с елкой, изменяясь, дошли и до наших дней. Праздничная атмосфера окутывает людей и в мирное небо, сидя за столом с семьей, родными, и в окопах войны, где однополчане из подручных предметов, посылок из дома делают праздник возможным. В нашем сегодняшнем ролике мы затронем судьбы тех, кто волею судьбы оказался на войне. Сегодня вас ожидают две истории. Они происходили на полях Первой мировой войны и Второй. Первая сегодняшняя история, она касается настоящего рождественского чуда, окрестившееся как рождественское перемирие. Устав от войны, враждующие стороны оставляли оружие в окопах, чтобы обменяться с противником личными вещами, сыграть в совместные футбольные матчи, похоронить тех, кто погиб и лежит на нейтральной территории уже больше нескольких недель. Этот резонансный пример является настоящим проявлением человечности, потому как рождественское перемирие – это не только история про Западный фронт, Францию, Англию и Германию, но и про Восточный театр боевых действий в том числе. Здесь, на российском фронте, в канун католического Рождества многие позиции русских войск не открывали огонь, а артиллерия в этот праздник замолкала с обоих сторон, а войска не поднимались в атаку. То же самое происходило и в православные рождественские дни, вопреки приказам и угрозам трибунала и расстрела от вышестоящего начальства. Праздники ждали, к ним готовились, их отмечали, насколько это позволяла обстановка. Они символизировали связь с довоенным прошлым, с семьей и домом, вносили атмосферу радости в тревожную и тягостную повседневность войны. Об атмосфере праздника свидетельствуют те же фронтовые письма, адресованные домой, в которых отражается и настроение. В сочельник как раз к только что зажженной елке подоспел с рождественскими подарками и посылками солдатам и нам что-то, загостившийся у вас в Москве П.А. Мы мгновенно взломали ящики, и наш рождественский стол за полчаса перед тем унылый и пустынный, словно по мановению скатерти-самобранки, превратился в нечто неописуемое, в какой-то гастрономический цветник. По сосновым полкам над постелями каждого из нас выросли батареи ароматических бутылок с одеколоном, вежеталем, и духами, и стопы книг, и папиросных коробок. Когда все мы наконец сели за стол, то настроение оказалось безгранично веселым. Впоследствии оно еще повысилось. Разведчики пели хором из сибирские песни, а галичане-хыровцы пришли с медведем и козой. Впрочем, всем было не только весело, у каждого на сердце жил свой минорный подголосок. Каждому вспоминалось многое свое, и каждый по-настоящему не понимал, где он и что с ним происходит. Вторая же наша история, она связана уже с Великой Отечественной войной. Все дело в том, что перед Новым годом, чтобы создать уют, бойцы задумались сделать что-то домашнее. И внезапно эта история связана с пирожками. И давайте же узнаем, что там произошло. Помню, как мы новый 1944 год встречали. У нас один парень был с Кавказа, Константин Константинович Аргутин. Пожилой такой, лет за 50. Он рассказывал: я поработал во всех ресторанах Пятигорска и Нальчика. Командир, я вас прошу, дайте задание старшине, пусть найдет немного муки. Я под Новый год хочу сделать пирожки. Нам рыбу давали, ставриду, гороховую кашу, так Аргутин из этого сделал начинку, замесил тесто. Потом в блиндаже сделал печку и стал там под Новый год делать пирожки. К нам в землянку все забегают. Как же, запах идет ведь, про дом напоминает. Уже скоро 12 часов, все готово. Вдруг радист кричит: к бою. Все к орудиям бегут, тут все решается за секунды.
А тут комбат и говорит: дорогие товарищи, поздравляю вас с наступающим новым 1944 годом. Желаю счастья, всем живым не вернуться домой, война уже скоро закончится. Приготовиться к салюту, 3 снаряда по немецко-фашистским захватчикам, беглый огонь. Мы отстрелялись, вернулись в окопы, вся батарея туда, где пирожки. Только налили, я, как парторг, маленькую речь произнес, и тут немцы как дали по нашей батарее, наверное, тоже нас поздравили. Они по площадям бьют, на пирожки сыпется грязь. Тут кто-то нашел плащ-палатку, накрыл пирожки. Обстрел закончился, выпили, закусили. Такие пирожки были. Даже в дивизионной газете была заметка, как мы Новый год встречали. Пирожки были очень вкусные, я таких пирожков никогда не ел. Большое счастье иметь возможность встретить наступающий Новый год с мирным небом над головой, с возможностью посетить своих родных и близких, объединиться с ними за общий стол и без всяких стеснений проводить старый год и встретить новый. С наступающим Новым годом вас! Новый год – это удивительный праздник. И главное в этом празднике – это дети. Представители отделения Русского географического общества в Якутии посетили Махсоголовский детский дом. Сотрудники исполнительной дирекции провели акцию «География детям», которая является визитной карточкой Русского географического общества. Для детей был устроен целый праздник географии. Был показан фильм о Русском географическом обществе, проведены викторины по географии Якутии и России и игра о народах России. Вместе с детьми собрали спилс-карту России, увлекательно и в живом контакте с детьми отметили, чем особенно наша огромная страна. У нас в России самая большая, больше всех алмазов. Я карту узнала немного, что не знала. Много узнала. Дети получили подарки от Русского географического общества. Футболки, наборы для рисования, пазлы, книги, настольные игры и многое другое. Директор и педколлектив детского дома выразили благодарность отделению РГО в Якутии за такое прекрасное мероприятие для детей. И я надеюсь, вот эта вот встреча в канун Нового года заложит новые какие-то знания. Хотелось бы в этот день пожелать здоровья, счастья, благополучия, удачи и, конечно же, достижения тех целей, которые закладываются членами Русского географического общества. Это достижение, быть патриотом своей родины. В эти новогодние дни желания сбываются, если люди помогают друг другу. В столице Якутии в управе промышленного округа открылся социальный центр «Выручалка» для поддержки граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Твоя мечта какая была? Коньки. Ты сегодня получаешь коньки. Мечта сбылась в Новый год? Вот у одного ребенка сегодня мечта сбылась, аж по коже кровь идет. Поздравляем! Поздравляем! Всем спасибо за подарок, всем представляю Нового года. Здесь могут получить материальную помощь нуждающиеся. Помощь предоставляется в виде одежды, обуви, продуктов питания и прочих необходимых вещей. Сегодня мы открыли Центр социальной помощи нуждающимся, кто в трудной жизненной ситуации. Называется у нас «Выручалка». Так что вот и вещи есть, и продукты есть, и для самых маленьких помощь, лекарства, какие-то первой необходимости. То есть люди сегодня приходят, что сегодня вы видите, чтобы это все было на плечиках, что все это было постирано, отглажено. Помогают партнеры, есть новые вещи. Очень много людей откликается. Поэтому, надеюсь, это наша выручалка, которая сейчас есть, она продолжит работу. Этой работой будет заниматься непосредственно здесь Шарапова Наталья Михайловна.
Ранее у них был центр «Маяк». Ну, человек неравнодушный. Выручалка будет работать, конечно, я же уже изначально сказала, что для остро нуждающихся. Остро нуждающиеся, вот сейчас даже мы видим люди, которые приходят, да, то есть мы обижали эти семьи, мы видели эти семьи, кто, как, чем, вот, в чем нуждается. И эти люди сегодня здесь, и они будут другим передавать тем людям, которые действительно находятся в трудной жизненной ситуации. Это для жителей промышленного сегодня округа, да. Но если будут такие люди, будут звонить с администрации, что очень тяжкое положение у тех-то, конечно, мы будем подключаться к этому процессу и помогать людям. Центр создан при поддержке городской епархии Русской Православной Церкви на базе Центра помощи «Маяк». Руководитель центра Шарапова Наталья Михайловна. В период ограничений, связанных с пандемией, центр работает по записи. Режим работы с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов. Приглашаем всех, кто нуждается в помощи, а также будем рады всем, кто хочет внести вклад в наш центр по адресу город Якутск, улица 50 лет Советской Армии, 33. На новогодние выходные с 5 по 9 января исторический парк «Россия. Моя история» приглашает вас на семейные программы. В них вы увидите мультимедийную сказку «Почему зима длиннее», театральное представление «А нам холод нипочем» со встречей с Дедом Морозом. Вас ждут показ мультфильмов, экскурсии «История Нового года», мастер-классы «Создай свой мультик», настольные игры и квесты. А 6 января ждем всех жителей и гостей столицы отдохнуть на кигуруми-пати. Приход в костюм кигуруми приветствуется. Вас ждут танцевальное приветствие от Dance Generation, веселые подвижные игры для всей компании, аквагрим, мастер-класс по росписи деревянных значков «Мурал города. Добавь краски», бесплатный кинозал, попкорн, сахарная вата, коктейли и призы от спонсоров. На мероприятие можно попасть с помощью пушкинской карты. Видеоматериалы с телепрограммы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале Округ ТВ, а на своем телефоне или на компьютере набираете Округ.тв, смотришь и комментируешь. Интернет-ресурс Округ ТВ.